Уже история. Мой дед Али со стороны отца ушел в вечность за 10 лет до моего рождения. Поэтому меня, первенца по казахской традиции, родители технично передали деду и бабушке со стороны мамы, Наваше. Искренне благодарен судьбе, что в начале моей жизни мне выпала честь воспитываться именно этими замечательными людьми. Ведь тогда еще совсем юные и неопытные мои родители не смогли бы дать мне всего того, что у меня было. По этой причине до школы и далее в период всех школьных каникул я был у моих любимых деда и бабушки. В ранних документах имя деда было Юсуп Жангазула, но поздние документы уже были на имя Жусуп Жангазин. Весьма удачно вышедшая замуж бабушка была записана как Токан, что от казахского слова токал, младшая жена. Фактически она была младше деда на более пары десятков лет, но в документах была ровесницей деда. Ведь он сам диктовал госорганам все необходимые сведения. В общем, домохозяйка Тохан Мусаевна Жангазина рано вышла на заслуженную пенсию. Настоящее имя моей бабушки было Зулкия. В начале 50-х годов прошлого века дед Жусуп как-то позвал к себе домой в гости тогдашнего действующего прокурора области. Прокурор был очень доволен шикарным застольем, вдоволь ел и пил. В один момент у него сильно закрутил живот, и он, банально не успев добежать до туалета, по полной нагадил себе в штаны. Дед, сердобольно успокаивая прокурора, уверяя, что ничего страшного не случилось, поручил двум молодым соседкам, которые всегда прислуживали в доме, помыть гостя. Соседки завели прокурора в готовую натопленную баню и хорошо его отмыли. Также одели гостя в случайно оказавшийся кстати, в аккурат именно по размеру, новый дорогой костюм и белье. Поэтому прокурор вернулся обратно к Дастархану, уже во всем новом и благоухающе чистым. Конфуз остался в тайне, а дед после этого долгие годы водил дружбу еще с многими, про которых знал много интересного. Но никому ничего не говорил. Вот таким был этот мудрый и проницательный мужчина. Этот рассказ я написал в 2016 году. У меня еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.